Ну вот и подошел к концу первый турнир 2025 года. Найза под номером 71. Вот Сула сейчас записывает какой-то классный кружочек с Нурбеком Карабала. И так как они пока заняты, я могу уже, да, мы уже начали, могу уже дать оценку турнира, так как первый турнир 2025 года, дам девяточку. В этот раз, во-первых, были полные трибуны. Бои были конкурентные. Не считая боя Рамазана Гасанова, мне все понравилось. Вообще, Нурбек, твоя оценка? С твоих уст такое слышать, для меня что-то какой-то подвох слышится тут. Нет, все нормально? Все нормально. Ну, мне понравился турнир. Было много людей. Куда деньги перевести, да, скажи? На самом деле, вот я всегда говорю одно и то же. Гран-при, когда его делаешь, обязательно снимаешь реалити, подходишь к этому основательно, он всегда интересно получается. И вот сейчас, даже в основном составе команд, ну, не все ребята были, которые в реалити участвовали и вообще изначально присутствовали на этих подготовительных этапах. Я смотрю, все равно как бы так, интерес, да, такой хороший, ребята. Ну, не было такого, что кто-то кого-то легко выиграл, да, кость. Видно, что командная работа все-таки работает. В свое время мы эту работу начали, именно проведение гран-при, и ставить туда такие большие гонорары. И именно не среди тех, кто там имеет какой-то большой шердок, а вот такие 2-0. Чтобы команды все успели подготовить своих ребят, подошли к этому как-то профессионально. И вот эта работа, она прям зарождается на глазах. У нас сегодня на глазах родилась очередная команда «Орлан». Да, «Орлан» имя популярное, ему уже, наверное, много-много лет. И это лого, которое присутствует, оно используется не только ими, а использовалось той командой, которая раньше была. Но по сути вот эта команда в Костанай, она новая. И при этом, при всем, она выдала такие результаты. Крутые поединки, крутая подготовка, командная работа. Это все видится. А с нашей стороны всего лишь надо было организовать это. Мне понравилось. Оценка какая? Оценку я бы тоже сказал. Ну, конечно, если ты 9 говоришь, я могу 11 спокойно сказать. Шучу, 10. Сула. 8 баллов. Давай 8. про дёготь. 8 баллов. Я считаю, что 8 баллов. Все было хорошо. Вот. Но нужно, наверное, стремиться еще к лучшему. Да, поединок Рамазана Гасанова. Согласитесь, да, для начала года это хороший турнир. Очень. Суперский, Мы долгожданный. еще не разогрелись, но при этом, при всем, для начала года, или мы соскучились по боям, это реально крутой турнир. Ну, мы закрыли точно много каких-то турниров, которые были не очень хорошие по оценке, потому что действительно, вот, мне кажется, на этом турнире все выходили побеждать. То есть, не знаю, не за гонорарами поехали, не ради там номер свой отстоять, а именно каждый боец выходил побеждать, и не было такого человека, который бы там хотел сдаться, быстро постучать там. Все бои были реально в кость в кость. Мне кажется, за исключением... Так ведь раньше было, что решения следовали только в мейн-ивенте, а у нас теперь в обратном направлении. Так получается, что топ-бойцы набрали такой ход, то есть тот же Гасанов, в котором мы не можем найти соперника. Ну вот в этих широтах объективно, если говорить, то их, наверное, раз-два и обчелся. Их интересы чаще всего выходят за пределы, ну не то что СНГ, а, наверное, уже стремятся туда только к UFC. Да и сам Гасанов туда желает попасть. Кого найти в конкуренты с Саралапу в будущем, я тоже, для меня это очень большой вопрос. Тимур Сериков. Да, ну Акула, вот только, наверное, Акула на данный момент. Ну, такой же молодой, голодный. Тимур Сериков является претендентом. Вообще, как было по плану? Эти двое должны были за титул подраться. Ну, не получилось у Сарлапова из-за веса. Но следующим претендентом мы обещали в случае победы здесь Тимур Сериков. И семей ждет этого турнира. Я думаю, если сейчас Тимурлан Сарлапов? Да, Сарлапов сможет, короче, с весом своим справиться, с семьей мы увидим поединок за титул между Тимуром Серикулом и Сарлаповым. Когда этот ивент планируется? Ну, вообще он планировался на июль месяц, кажется, насколько помню. Я немного был удивлен, на самом деле, твоим словам, когда Сарлапов сказал: дайте мне еще один шанс, и ты сказал да. Ну, просто уже много раз он не делал вес, это действительно уже проблема лиги. Потому что для нас сорвался титульный бой, и на самом деле, то есть это не только там проблема, что Сарлапов сегодня уехал с титулом, а к отношению к лиге, да, что вот у нас позволяют чемпионам, да, не делать вес, ну, претендентам на титул. Может быть, действительно ему перейти в 77, он же будет конкурентом тоже. И как раз если мы говорим про то, что Гасанову невозможно найти соперника, так вот у нас уже готовый соперник есть. Ну, ты посмотри на Гасанова и на Тимурлана Сарлапова, мне кажется, это не вариант. Он сможет согнать вес, я вижу по нему. И сегодня мы видели, насколько он был свеж.
Не было такого, чтобы он умирал. Знаешь, здесь вопрос, наверное, не в здоровье. Вопрос в дисциплине. И вот я же говорю, как раз-таки это же молодая команда. Они сейчас сделают какие-то там выводы, да. И когда у тебя уже цель, когда у тебя там конкретно поставлена дата, я думаю, они более как бы серьезнее подойдут к этому. Но я тебе скажу так. На моей памяти это не очередной раз, когда он не сделал вес. То есть, немного раз так было. На моей памяти по-другому немножко. Ну, с Эльжаном Гасановым были проблемы перед боем с ним? Ну вот. И до этого, по-моему, тоже были. То есть Тамерлану самому нужно, мне кажется, задуматься над этим, чтобы продолжить. Даже не о перспективах, там, где-то в Найза, например. Окей, ну, может быть, не побьешься ты, в конце концов, за титул, даже если с Серикулу ты его не сделаешь. А вот в будущем, для своей карьеры. Ты достаточно молод, ты обладаешь всеми навыками, все знают, насколько ты перспективен, но раз за разом проблемы. Ты сегодня раздал один бонус, хотя бонусов обещали давать побольше, и мы не поняли, где бонус Исказиеву. Это же был вообще супер... Кто такой Исказиев? Мирбек, который задушил. Все, Вот понял. именно Вообще до конца. крутой парень. Но они 25 миллионов выиграли. Я думаю, они достаточно себе хороший бонус сделали. Молодцы. Вообще, Дартиму... Я помню тот момент, когда они проиграли, да, это 2 года тому назад, Тубету, да, проиграли. И такая печаль была большая. И там тоже такая конкурентная битва. И тогда они в следующий раз мы выиграем, станем чемпионами. И в этот раз они выиграли. Но 25 миллионов они забрали бабок, это нормальные деньги, я считаю, я думаю, в бонусе они не нуждаются точно. А вот этот парень, он с нулевым рекордом вышел сегодня в октагон, подрался с одним из наших, давай вот так назову, топовый проспект. Расим, да, уже 3-й или 4-й бой у нас проводит, и везде, сильный пацан. Он с ним вышел, пацану даже немало лет, такую рубку устроил. Был момент, вот здесь прям Расим упал. Поплыл, нокдаун был. Вот. Я чуть-чуть перехвачу, джентльмены, коллеги. Набиев хочет драться. Ему так все равно. С Дастаном Амангельда. Говорит, дайте мне потом 22 минуты для отдыха. И я выйду с Нурбеком Кабдрахмановым. Ну, конечно, это слова после победы. Но как вам президент Мурза? Поединок Набиева с одним из, допустим, пускай это будет Дастан Амангельда. Мне кажется, это прям очень интересная схватка будет. Меня, знаешь, удивил наш парень, казах. Он такие броски сделал. Парочка, да, была серьезных. По идее, хорошая такая перспектива у него была подраться. Может быть, Попался на треугольник рано, конечно. попался. Может быть, он просто не был готов до конца. Слушай, и вот эта вот пресс-конференция, ребят, может быть, она его тоже как-то немножко подломила? Да не, он его не Нет, мне подломил, кажется, он там наоборот. просто закрылся и все. Понятно было. И вчера, кстати, я тоже, честно скажу, не совсем вникал и в пресс-конференцию, и в комментарии, но, как я понял, всех разозлило, что он начал говорить, говорите на русском, да. Люди должны понимать, что он, я так думаю, я с ним тоже пообщался, он хотел понимать, о чем говорят между собой там ребята, это же понятно. Но в этом во всем мне понравилось одно. Вот этот парень, которого мы на работу взяли, Ильяс. Он закончил турецкий филологический университет. Парень, просто история, да, как про Равана, который таскал стулья, да, или про Алиби, который стоял на остановке. Также и про Ильяса. Я хочу про Алиби послушать. Про Ильяса, да, этот парень пришел ко мне, хотел устроиться на работу, говорит, я там смотрю ММА, я помню, как с ним познакомился, я говорю, все, пойдем, у нас сейчас будет интервью, ты сиди сбоку и... Уходим уже на реке. Уходим куда-то в другую сторону. Куда? Не, я же тебе рассказываю про эту историю. Мы сейчас в другую сторону уходим. Не, я тебе тебе... сказал поправлять тебя. Знаешь почему? Я тебе не говорил поправлять, я тебе сказал, я для чего это говорю? Так. Я тебе хочу показать на важность этого момента. Сула, потерпи, через 2 минуты примерно появится Алиби и остановка. Просто немножко потерпи. И тут Ильяс, я его отправляю на Задай подкаст, и он сидел, эти статьи писал про то, что мы говорим. И когда в целом время проходит, я понял, что этот парень такой профессионал, умеет писать, аналитический ум у него хороший. И вчера, когда он интервью брал,
этот парень, ну, насколько я знаю, ни разу никогда, как бы, ну, перчатки в руках, возможно, и не держал. Ну, то есть нет никакого у него разряда, не боец, да, там простой казахский парень. И тут ему там один стоит, жуть и гонит, а он, ну, такой характер включил, да, такой характер включил, типа, нет, я буду говорить на том, как могу. Но он реально русский не понимает, да. Делаем их бой на следующем турнире. Да, Ильяс против Наби Набиева. Но прикол в чем? То, что, да, вот у Наби вот тот, после этих слов сразу к нему, да, вы почувствовали, это такая агрессия, короче, со всего зала. Но прикол в чем на реке? Вот как бы он не заставил всех себя не любить. Когда закончилась присуха, именно с ним толпа пошла фотографироваться. Именно с ним. Это я к чему говорю? Когда вас публика ненавидит, это, возможно, даже очень хорошо. Я даже добавлю, наверное, Сулу вообще сложно чем-то удивить. И вот я видел, с какими ты горящими глазами на Наби Набиева смотрел, и мне кажется, что даже вот понял, что это один из твоих краш-бойцов. Я считаю, что этого молодого человека было бы хорошо оставить в лиге, потому что мне понравилась присуха. Я к нему был до этой пресс-конференции настроен очень негативно, а во время конференции и после конференции я понял, что... у него нет это неуважения супер было. никакого, ни к казахам, вот он ни к языку. Я с ним переговорил, и Жандарбек это нет, переговорил. он просто делает Да. шоу, и все. А так, он говорит просто, Нурбек ага, я не понял, говорит. Как говорят, я думал из-за этого, типа, скажите мне на понятном мне языке. Но он делал шоу, это было нормально, я считаю, это было гуд. Он нигде ничего никого не оскорбил, ничего не с этого. Он просто, было бы оскорбление, другое дело, можно вот там даже и... Но я скажу так, да, он уже выиграл у Жумана. Сегодня он там отличился своим, опять же. Все, давайте делайте с Достаном. С Достаном? Я думаю, можно сделать претендентский. Почему бы не сделать? Мне кажется, есть это будет просто... классно. Все Какой будут претендентский титул? смотреть. Ну, в скажи? смысле, титул. Все будут смотреть, братан. Но Я думаю, есть, и Достан будет смотрите, рад ну с ним был выйти. Свищев, теперь Набиев, который экс-чемпион хардкора. Но он не побежденный, Да. идет. И Просто он... есть прирожденные бойцы, те, у кого... Мне кажется, вот он такой, чемпион по грэпплингу, он нашел свой шанс, он вообще не горел, его соперник был максимально мотивирован, он нашел этот момент, когда его там один раз через бедро бросили, здесь что-то происходило, и он сделал так, что просто вся аудитория замолчала. Ребята, и есть он- прирожденные шоумены. Он это все вместе совмещает. Он всю эту делал ненависть так, аккумулирует чтобы- и в нужном направлении выбрасывает. Это находка. Согласен, брат. Он еще самое главное сделал так, что после пресс-конференции все, кто ее смотрел, хотели посмотреть, как его сломают. Это самое главное, я считаю. Самое главное, у его соперника был шанс реально. Да? То есть Да. мне говорили, вот, нереально, там он его там не выиграет. Я так посмотрел, и физически, и как бы по технике он там, ну, неплохой был. Но он его и не выиграл, будем честными. Но смотрите, мне кажется, что для Достана, чем этот бой будет классный, я вижу там явного фаворита Достана после сегодняшнего выступления Наби. Если бы я бы его не видел, то, наверное, я подумал бы, что там будет более как-то конкурентно. Но при этом Достану, может быть, он поможет раскрыться, потому что Достан у нас очень там сильный, там очень мотивированный чемпион, но будем честными, медийка у него прям минусовая. И вот, может быть, действительно бой с Наби Набиевым сделает Достана бойцом более высокого уровня, чем он сейчас. Главное, чтобы Наби теперь согласился. И господин Карабала выписал такой чек, чтобы он согласился. Ну, смотри, осталось А 4 я думаю, здесь знаешь, как бы надо мыслить так, в пределах реалий, да. Вот все какой-то чек, какой-то вот американский постанову начинают лепить там, да, типа, скажи чек, выпиши чек, я там отвечу, еще и так далее, так далее. Давай говорить, вот сегодня у них есть определенный уровень и по деньгам, и по каким-то другим определенным условиям. Так что мы все это знаем, во сколько это обходится. Так что ехало. Просто Это будет 4 миллиона супер. осталось, еще бонусов же. Вот тем Как раз более. Но мы их потратим. сами, подожди. Вот я считаю, что... Нас четверо же здесь, братан. Да, это будет офигенно. Ну ладно, хочешь, я твой отдам. Финал. Ради такого боя я этого готов года отказаться. На реке финал этого года, по-моему, будет шикарно где-нибудь также в Ахтобе. Это было бы шикарно, супер. Мы Друзья, напишите вы, как вы относитесь к такому финальному турниру на ИЗА в этом году, который пройдет в Ахтубе. Финальный бой, получается, да, за чемпионский пояс. Чемпион Достан Амангельде Ерканкош против россиянина небитого проспекта Наби Набиева. Гуд или не гуд? Давайте 50 тысяч лайков. И Нурбек Харабала организовывает этот поединок. Я правильно говорю? 50 тысяч лайков, давайте, джентльмены.
50 тысяч лайков. Как тебе, Миш? 100 тысяч лайков, и он удвоит им гонорары. 100 тысяч лайков, и он еще даст мне пару лямов в карман. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Окей, я думаю, что стоит, наверное, еще об одной теме поговорить. Нурбек, мы будем гран-при делать еще одно. Оно будет в этом году, будет в 2026 Мы году. в этом году стартанем. Также с реалити? Нет, ребята, этот кубок, который сегодня был, этот кубок, он переходящий. Гран-при будут идти постоянно. Это очень большая работа для, во-первых, создания, а во-вторых, укрепления команды. Вот ты же помнишь, когда мы начинали, сколько команд было? 4 года назад, вспомни по Казахстану, сколько команд было. Сейчас их сколько? И таких, вот, допустим, этот Орлан Костанай, это та команда, которая вот недавно только появилась, но при этом, при всем, уже имеет свой зал, имеет своих тренеров разных направлений. Чуть ли там не психолога уже начали, да, врача имеют. Все правильно, Вот все что правильно такое команда. делают. И это командное гран-при, вот когда выходит 5 на 5, даже никому неизвестные бойцы, она все равно интереснее смотреть, нежели там выйдут два популярных бойца. Когда идет бой 1 на 1, это одно. А когда дерутся за команду, за страну, за город, за регион, это другое, это интереснее. Вот это надо развивать. Командную движуху мы будем развивать, продолжать. И этот кубок будет переходящий. Просто есть молодые команды еще. Вот в семье топ-тим. Есть команда Вахтау недавно созданная. Да. Ну, это другая история. Здесь же именно гран-при проходит именно среди проспектов. Вы же обратили внимание, рекордом. там рекорд до 2 боев был. И я считаю, что это нормально. Здесь любая команда может конкурировать в этом И направлении. реалити тоже будет, да, под эту тему? Будем делать. Сула мечтает опять. Продавливать. Мне очень понравилось. Просто, мне кажется, есть уже какое-то ранжирование будет. То есть есть топы абсолютные, и с ними будет сложно конкурировать молодым командам, но есть те, кто вот на подходе. Вот они где-то стучатся, но им нужны соперники примерно их уровня. Ну, если у тебя 2-0 и у того, и у этого примерно там любительская база одинаковая, я думаю, что там особо... Ну вот хотя таджик парень дрался. Он чемпион по любителям. 0 рекорд. Чемпион по любителям. Чемпион Азии. Какой он крутой, да? Ты видели, да? Нет, ну да. Как он делал уклон. Я вообще в шоке, что ребята, ну, лет 10 тому назад вот такое увидишь, скажешь, он в профи никогда не дрался, и он начинает так двигаться, думаешь, елки-палки, да, как так можно? А сейчас ребята вот такие. Так как нас просят немножко по времени быть более ограниченными, чем обычно, потому что нам нужно готовить турнир на ИЗА-72. Кто-то просит, Сула. Нам нужно готовить уже турнир на ИЗА-72. Давайте пару слов скажем про турнир, когда он будет, какой-то, может быть, главный бой анонсируем, и на этом закончим. Нурбек. Уже? Я вот тоже не знаю, почему ты нас торопишь, Майкл? Мы только присели. Нам сказали. Все почему-то Надо смотрят готовить турнир налево. на ИЗА-72. Все почему-то смотрят налево. Назови мне Вика назови мне их Вика имена. Тате ругается, что ли? Я скажу так. Этот человек тесно связан, Сула, с вами. Со мной? Знаешь, про Найза Горко. 72, это апрель, конец апреля. Я туда планировал, хочу, знаешь, бой сделать тяжей. После Рамадана, как правило, ну, не все охотно дерутся сразу в первый месяц. В мае, в основном, кто пост держит. Но много ребят, которые хотят подраться. Есть, сейчас ставим, но при этом хотим посмотреть, чтобы это было интересно в том регионе, где мы собираемся это проводить. Вообще в плане это или Алмата, или Өскемен. Вот 2 региона. Өскемен — это новая точка, которую мы хотим проверить. Там есть арена очень большая. Хоккейная, да, я как понимаю? Да, около 6 тысяч мест. Такая же, как в Караганде. Да, да, да. Крутая арена, и в Өскемене очень очень богатая традиция, в принципе, борьбы. Я думаю, что мы можем там газануть. Ну, сейчас посмотрим. Ну, еще тоже стоит сказать нашим дорогим зрителям, что Найза запускает новый формат боев. Это бои
Найза, Жек, Пижек, бои для молодых, перспективных, там, начинающих ребят. Если вы являетесь такими, то пишите нам в социальные сети, нашему матчмейкеру. Мы рассмотрим ваши заявки, и совсем скоро вы увидите вот новый формат Найза, Жек, Пижек, дорога молодым и перспективным ребятам. Сула, что-то есть сказать? Майкл прав. Слушайте Майкла. Я согласен с тобой полностью. А что, суперский турнир был. Обязательно смотрите его в повторах, я не знаю, подписывайтесь на все наши социальные сети, на сайт naiza.tv, там в шикарном формате это все посмотрите. Офигенный турнир, мне было супер, я прям кайфанул. Давно не было уже, да? Сколько мы почти 2 месяца ждали этого события, и это стоило того. Костанай, спасибо большое за такой радушный прием, супер. Самый чистый город в Казахстане. Еще бы чуть подкрутить теплоту, чтобы было чуть потеплее на улице, и вообще супер было. Вообще я думал, нормально, мне понравилось. Норм. Ну, либо мне Не, на ну зимние ботинки. должно быть где-то холодно, как здесь. Не, ну главное здесь на выходные приезжать и домой. Кстати, Костанай здесь самый большой и крутой Термопарк. термопарк в СНГ считается. Нету, и в Алмате, и в Астане такого нету. Я вообще офигел, если честно. Там 12 видов бань, представляете? Почему нас не повезли туда? Но про Костанай говорю. Я не был, мне рассказывали. Вот здесь прям в торговом центре. Если хотите, По соседству. завтра рано утром Надо можно. билеты поменять. Миш, если в 8 утра завтра встанешь, то пойдешь, да? Я уже в самолете встану только. Ну что ж, тогда будем прощаться. Нурбек, микрофон. Да, поговорили обо всем, я думаю, гран-при, о главных боях. Ну, Гасанова бои, ну, они вот такие. Он, в принципе, не виноват в этом. Так что... А кто виноват? Да, кто виноват. Ну, а он дерется. Ну, он-то что, он красавчик, выходит, дерется, ломает своих соперников, и все. Будем честными, если он хочет попасть в UFC все-таки. Не, ну матчмейкеры смотрят это бои. понятно, и- это понятно, да. Должны быть все там бои... Это значит, что он надолго в Да, он Найзе? надолго в Ты это Найзе. имеешь в виду? Мгм. Очень тонко подмечено. Мне кажется, ближневосточные лиги, типа Brave, UAA Warriors, вот Ну, там они же так такие же ребята смотрят, себя... как и UFC. Нет, Они они же вот так же могут смотрят. позвать как раз таких Показываешь ребят. красоту, нет? Нет, Рамазан красавчик. Но Если у вас есть выбор, они будут, ну, любой будет делать Ну, бой так, со практически Свиридом был любой. поинтереснее, так скажу. Я Гораздо. Я полностью согласен, что Рамазан красавчик. Не, никто не говорит, что Вылетел. он не красавчик. С России приземлился, не Это смог да, приземлиться в Алмате. Попал в аварию. Попал в Ташкент. В Ташкенте ждал. В аварию попал? Он попал в ДТП, Здесь он в когда ехал на аварию, пресс-конференцию. Здесь, в Костанае в аварию попал. Прилетел, еле-еле долетел до Алматы. С Алматы прилетел в Астану. С Астаны залез на машину. 7 часов ехал сюда. За 4 часа согнал 8 килограмм, потому что он обещал. Согнал, и все как положено вышло. Попал в аварию здесь, и все для того, чтобы сегодня финишировать Серпая. Чтобы- Хорошего друга. Чтобы его освистывали фанаты, да, получается? Да, то есть, ну, вот фанатам такое не нравится, будем честными. И Нет, да мне это, кажется, самому Рамазану По нужно делать большому какие-то выводы. счету, не имеет значения никакого. Он чемпион, и все. Нет, он чемпион, и все, брат. Ты хочешь как-то это самое? Это как раз таки для них и имеет значение. Для фанатов же все делается. Пускай, я понимаю, есть какие-то издержки производства, но мы видели, как он показывает офигенные поединки. Просто Серикпай был очень таким. Ну, я понял, Которого- он опасался Серикпая. Да, возможно. Но и Серикпай был такой, с которым, ну, где ты видел, чтобы с Серикпаем было легко? Кому было легко с Серикпаем? Никому не было легко. Пусть его просто, ну, вот его минусы Гасанова нивелирует Наби Набиев своей яркой манерой ведения пресс-конференции и так далее. Мы нашли. Ну что ж, друзья, на этой замечательной ноте мы будем с вами прощаться. Не забывайте подписываться на все наши социальные сети, наш Инстаграм, наш Ютуб, наш ТикТок. Не забывайте заходить на сайт Найза ТВ, там вы можете смотреть турниры серии Жек-Пижек. А кроме того, можете голосовать за лучшего бойца месяца и много чего еще другого. Заходите, подписывайтесь. Всем пока, встретимся уже на турнире Найза 72, а также на YouTube-канале Найза ТВ, где мы каждую неделю для вас с Сулой, с Нурбеком и с Дидаром, только, правда, не Кадыровым, а другим, записываем подкасты. Всем пока. Найзадай. Аривидерчи. Салам алейкум.
Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.